Доброе утро, друзья! Продолжается наш эфир. Прямо сейчас к нам в студии присоединились гости. Это Аслан Умаров, инициатор проекта «Школы Адатов», и также выпускник этой школы Мустафа Ахриев. Доброе утро! Доброе. Вот, Аслан, расскажите, пожалуйста, как к вам пришла идея, создать школу Адатов в Ингушетии? Ну, откровенно говоря, я всегда отвечаю на этот вопрос одинаково, на злобу дня. К большому сожалению, в последнее время все чаще замечаем отступление в поведении нашей молодежи и подрастающего поколения от соблюдения традиций, обычаев, словами, адатов, в повседневной жизни или при проведении каких-то мероприятий на дорогах, на улицах. И не скажу, что это носит прям такой ужасающий массовый характер, но если эта тенденция есть, то, судя по всему, будет со временем увеличиваться. Отсюда и родилась мысль создать некий институт, который начал бы работу по укреплению традиций, обычаев или адатов в знании и понимании наших ребят. Ну а поскольку раньше таким институтом служило передающиеся из уст в уста от старших богобудцам, или там, где при проведении каких-то мероприятий собирались старшие, собирали молодежь и начинали об этом рассказывать, в последнее время таких источников информации все меньше. Старейшины уходят от нас, и те знания, которыми они обладали, они уносят вместе с собой. Отсюда и родилась идея создать такой некий проект, некую школу, где люди, знающие традиции, обычаи или занимающиеся этим профессионально, приходили бы и делились своими знаниями с подрастающим поколением. Вот как-то так. А кто преподает в этой школе? Здесь сегодня у нас преподавателями наших школ, нашей школы адатов, это стали такие известные наши деятели культуры, как Исаак Адзоев, Хаваш Накастоев, Якуб Медов, член историко-географического общества Дзурдзуки, может, вы об этом знаете, Анзор Дударов, Илез Матиев, популяризатор нашего языка, и прочие люди, которыми занимаются этим. Есть и бывают и приглашенные люди. То есть у нас в частности есть лектор, имам мечети города Сонджи Магомед Зугаев, который также со своей части объясняет, рассказывает о важности соблюдения наших традиций. Вот расскажите, Аслан, создание школы – это разработка целой системы. Вот сколько времени у вас ушло, чтобы создать школу адатов? Несмотря на то, что с первого взгляда это кажется достаточно простой концепцией, та школа, которая у нас сейчас работает, у нас ушло около года. От года до полутора даже. На то, чтобы разработать идею, разработать лекции, которые там будут проводиться, найти, определиться с лекторами, кто будет брать это, потому что это неоплачиваемый социальный проект, и лекторы, которые у нас преподают, это общественная нагрузка, спасибо им за это большое. Определиться с помещением, определиться дизайн, интерьер помещения, потом изыскать средства для создания всего этого. Здесь я бы хотел поблагодарить и главу Сунжинского района, и Суха Шагульгова за оказание содействия в решении этой нелегкой задачи. От года до полутора, от идеи до начала реализации. А вот расскажите, пожалуйста, какие предметы преподают детям в школе адатов? В настоящее время у нас 13 лекций. Предмет у нас один – это адаты, но они разбиты на определенные категории. То есть это начиная из того, как молодые люди должны вести себя между собой, как молодые люди должны себя вести при общении с девушкой, как молодые люди ведут себя при общении со старшими, отношение к оружию, на похоронах, на свадьбе, нежелательные поступки и поведение молодежи в обществе. И вот таким вот образом. То есть предмет – это адаты, но реализация их в тех или иных случаях жизни, в общем. Вот хотелось бы вашему ученику задать вопрос, точнее, выпускнику вашей школы. Мустафа, расскажи, пожалуйста, что ты узнал нового, окончив школу адатов? 3 месяца, по-моему, ты учился в ней? Да. Вот расскажи, что нового узнал для себя? Ну вот эти знания, ты раньше этого не знал, да? Ну, хор здека حديث سرتوك تين خير
خوش خنر صغار حديثر. Теперь вот, Аслан, к вам еще вопрос. Сколько времени, да, человек обучается в вашей школе? 3 месяца, да? Не больше? Не больше 3 месяца, да, уходит у нас ровно на то, чтобы провести то количество лекций, которое я сказал, это всего 13. То есть одна лекция 1 раз в неделю, в четверг, 3 часа дня, чтобы не нагружать ребят, у них и без того образовательный процесс, они учатся в школе, так им приходится пойти домой, пообедать, и после этого еще от часа до полутора проводить на лекциях. Сам урок у нас лекция длится у нас около 45 минут в среднем, но с учетом тех вопросов, которые у них возникают к лекторам, она может затянуться. Сейчас, если это, например, лектор Исаак Адзуев, это однозначно лекция от 1,5 до 2 часов затянется, потому что Иса Юпович очень интересный лектор и собеседник, он рассказывает истории из жизни, и прошлого, и настоящего, и детям очень нравится. Помимо этого у нас есть и практические лекции, то есть мы в этот период у нас был 1 выезд, а так планируем ввести 2 выезда. То есть в этом году мы их вывозили в башенный комплекс Волнушки, где также давали лекции уже на непосредственных местах в горах. Всего 13 и ровно 3 месяца. Да. Расскажите, сколько учеников в вашей школе и сколько уже, да, выпущено? Реализацию проекта мы начали осенью прошлого года, первые 3 месяца. И для того, чтобы опробовать свои силы, не перестараться, скажем так, мы взяли всего 14 детей. Это были мальчики. В этом году, уже немножко подточив некоторые свои слабые места, мы взяли новый рубеж, скажем так. Это было 25 мальчиков, 25 девочек. То есть в этом году еще и девочки у нас добавились как обучающиеся. А вот со скольки лет, да, ребята могут поступить в вашу школу? До сих пор мы принимали детей 8, 9, 10 класс. Это основной критерий у нас был 8, 9, 10 класс. Но опять-таки вот прошлый год, и в частности вот этот первый курс нам показало то, что ребята должны быть, для того, чтобы быть подготовлены, осваивать, принимать ту информацию, которая им дается в этой школе, чуть-чуть более старшего возраста. 11 класс не подходит, потому что у них ЕГЭ, и им необходимо готовиться, то есть отнимает много времени это. Поэтому мы решили остановиться на 10 классе, и следующий курс, который мы будем набирать только из детей 10 класса, и мальчиков, и девочек. И вот напоследок вопрос хотелось бы задать. Несложно бывает, да, ребятам совмещать? Во сколько, да, начинаются уроки в школе Адатов? Уроки начинаются в 3 часа. Они успевают пойти домой, пообедать и прийти. Ну, сказать, что бывает очень сложно, нельзя, но вместе с тем, после того, как ребенок отучился полдня, взяв всю нагрузку в общеобразовательном учреждении, все-таки нам, конечно, приходится продумывать то, как сделать эти лекции более интересными для того, чтобы эти дети не уставали, чтобы эти лекции не стали каким-то нудным, монотонным разъяснением каких-то норм, чтобы они захотели прийти на следующую лекцию, ведь эти лекции посещаются добровольно, не в обязательном порядке. Ну, я думаю, что нам это все-таки удалось. Почему? Потому что дети от первого до последнего урока приходили, ну, за исключением тех дней, когда кто-то заболел или по какой-то причине не смог прийти. Дети проходили курс, получили сертификаты. Я думаю, что все-таки нам удалось найти некий баланс между учебой и интересом самих детей. Ну что ж, спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в студию, и вы делаете действительно очень полезную и нужную работу. Спасибо вам за нее. Вам также спасибо. Ну что ж, друзья, я напоминаю, в студии сегодня на наши вопросы отвечал Аслан Умаров, инициатор проекта школы Адатов, а также выпускник этой школы Мустафа Ахриев.